чемпиона Бувайсара Сайтиева. Гордость российского спорта и российской уммы. Он останется в нашей памяти как искренне верующий и патриот своего отечества, проявивший себя не только в спорте, но и в государственном служении и благотворительности. Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Хасан, он цвецаш. Ярун мечваш. Хасан, Божий сделал. Даже Говнудин подтвердил. Чеченский герой. Чеченский герой Волш, Хазарян, самый Хазаришин, чеченский герой. Вот царь Гон, еще герой Уала, и Цлаский, например, Дицхум Дуцунухлец. Герой умы Бог, служил Отечеству, ну и, короче, да, государству, служительно Богу. Царь Дицхум Дуцунухлец, царь Негерду и герой Ал. Вой дуй иш Дицхум Бог, что и хаттер мадай, вой хуэр Дуцунухлец, вой герой Уал, а Дицхум Халмадьези, из Лаской Сансунухлец, война. Так между собой. Такой. Почти все понял. Пошел это. Нормально стало сейчас. Я как понял, у меня такой вопрос. Мы в Англии готовы попасть за честь. И российский флаг был алетен. Ой, какая разница, под каким флагом он боролся? Нет, حاجة بنسى شوف هم أوش ده وين يديك أدخل خلال أرخيوش ديك آخر درس ونجح حسن يقوم ولا خبوخ ويقومش يولع ده حديثيش بوخ ويقوم من سنجر دولهم شيوخ أقابوخ إزدات يقولوا الله يقول خاطر دو حديث يقولوا غاسق ديت دو غاسق действительно то служительное государство сон не дал шех на то за Россию ду قومش на Красноярский халавон короче князь Волч города قداش бог беш айна депутат на гонаден Госдумы егуется короче ахла издат те шорт стык хлец дицум а вот нохчи пачхалхан нохчи наржон суно يعني قيخلين я не знаю قيفудуе нохчи чуацу цунгер дол дикумш сахадич эшел خزنان دقيقة كشتيني شو قدو وردوش كنت بوك وجوا. Да, абсолютно. Флажку вы нахуй, что вы человека не чувствуете, вы флаги чувствуете. Хотя флаг чувствует, бабо. Хотя человек я чувствую, ты отрасли флага будешь. Ю хавоша уэц, флаг ты хочешь белый. Поставлено, ходиницу. Ну, какая разница, ты в поводу, какая разница. Эл даже, дюнал цатуан, цаун цадиницу, нохчан, ходиницу. Нит ит цадиницу, нохчан, ой. Елки зеленые, что да? Нохчи, нахцу, лично. Нахтитницу, Россия, нахтитна, нохчиницу. Дери, ахтитан, нохчи шо, хотя ахтитан, мутуқия чанам. عصا شو إساج عصا خوش روز بورشلوش نقش إساج كتنقصو ديري قتن غاسقي وعلم تيا قتن نقشي وعلم نقش ولا ختنق تحنا غودونين تحنا ويش صبر شو لتشفك بوارشوش صبر برسل شو لتشفك بوارشوم صبر برسل يلا صبر برسل شو لتشفك بوارشوم يبوا تايسن ويقونا تايسن ويقونا تايسن ويتانا وقازو وانت صبر دي وش اشباه Тихо тинься, не задушил. Герой, цунами, рота, на акция. Сунш язык он оман шихер. 100%. Ладно, что ты здесь мелодом думаешь? دا برسال ستازي تصحدا وسلاقسون خيط اشت حسن اشت البور بلاسون تصحدا وشواتي برسال فرشاش دول جادال جاش دول عليش اسا اي برشن بو يسر دال جاش دول بوشن поскольку برسال صدق دا صدق بعدا امك شمدو صدق بعدا ايش ده تدت عشان لا بيبل اللي يتنو عشان وقت دي نتان دين دول عشان ما بعدك دي تيش شيء ده مواتر
تواتش إذا لا شو Eil duas tēzijā cadēce čopšie candē jāhiet do švats, so velčul tie toho damo duis un šo tik da cada. Велич махоном делал соль суна до делал это показывает. It's toyurtar so قالك دوكوس شو دو شتا تبع شو وش مازدق اللي يرسو خرجت تبع تدراو بواحقاش وقول وش ان هو حاجة يعدات عليه ورق حوالج تازي دناخ بور بات اللي بارك يلا دير وزور بور بو سوالج حاجة بوش سوالج مو على سوالج حاجة حوالج سوالج بوش بور بات عليه سو ده ده دوكوس السلام عليكم. بالله ديل وزور بو سرنش مش تذكروا شو من لا خدوك واخر حوزين ستاتون لوش دك دي حوزك خب اخر حوزك بو سن دال جاش دول بو وين خبو نوخ قوم قونخ خدين بو سو هاي ديتس دات اختلوش دش مديتون دمدات بو سر قوم قونا وما ما تدينتو شو برده قونخ ملو نوخ شو ثاني بيبول That's all on منو ات ماحك دوح صدع دلقو عند حد المواصف شون دوح على الليتك ات بقوم دوح صدع دلقو ات قوم سيلر دين ات قوم انتيو خارسون دوح شيء تامر دوزر هانو يوسف بوق تامر هانو يوسف بوق ونا 100% 1000% تيس ميلو ساسيتلينسكي بوغ نيد نو герой уму бой Пришмандов, Дусацитленский, герой ума вас, да герой ума Иштхульшва, и герой ума Мацхер Вархао. Да, ладно, все за تعمل عجلانه عروات يوسف تمر خانوات شو الدين شو خدنا منو اتسو جيروي هل صحهم دني تو اسمهم دا ايش بوستو باكيني بويسرز يلا ونصور ينخريو تول جوا ينخريو мег. Но факт в том, что он голдуич, мы на герой студуич. لا انت حاجة تعتعم أخوة دو بايمر سيتا خودنا تاع فرنسا تاع نبغى قدر نحقق وشاكي فيش خارج شوات بخرس لدو بس عرفت شهر يوم انترس إيو نحكي قوم قونا إلي دو ويزودر شي سيلر دنويل ويوسف تنين خانو Hon dittsel dyčua ili осознанно حين برسارك تدل صحام تقوى ترعى عدل خاتن جوات برسارك وشوس برسا اتسقع ويقو ونخ بايمر سيلر обсуждать герой уму минуту шно герой нации милу ала и ала хатабы да сбылось регуляром больше лохче у меня возникает сун боесер милу цаналиет российский байрак российский дайо Не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть уже. Не львами, тиграми надо быть, а петухами... Не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть уже. Не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть уже. Не львами, тиграми надо быть, не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть уже. Şöz salam bu koça. Assalamu alaikum aç hamatsa yutur. وعليكم سامويل نيس مدى İbrahim dayıldam dik bu abi bu to vaxt sajım zemini tüyen dayıldam kule akılız na olsun. Sahum düç yok. неудобно хятер что $1 Sus edер beş abah getir. Maço soğutsun nesi. Ответ целуш хеттер шбая. Zu its atwetach paid üsel hulchum halada celsun dalada ito. Нет, что поед и тахт $1 حوي بغدك سأل هيك وش ما دي Sabao yu sunbao ita ütüyor. ده يدخل Sabao yeg doqas.
Мас процентов, Так. обещан боды. %. Deel Tesla, слушался, да, Варана? Сколько я его не слушал, было через год вошел, стекся генесом почуабен. Söyleş ol, Берсер, söyleş ol. Hayır. Давайте Делдам разбираться. ватчина, вот вошел, штасак аж худы, дить. Давайте разбираться. Вот дальше Ногчи, действительно, оман, турпал. особо культурно, политический, психологический, исторический вопрос. Являются ли спортсмены, выступающие под флагом оккупантов и приносящие, так скажем так, как в бюджет этой оккупантов деньги, так и имидж этой оккупационной государства, повышающий на международных, защищающий. Ты уехал, он сейчас так, ты уехал, Давайте разбираться, являются ли они героями или антигероями, или каждый свои удобы. Я отвечу сейчас по поводу флага. Для кого? Сформулировать. И для кого, если является? Конкретно сформулировать. Ты чего? Что это относится? В разнобой, короче, суни герой, уни вати, суни ахту, он нахуй вати, боже, это все базарный бардак. Надо разбираться. Смотри, во-первых, Тесла спортсмен – это человек доброй воли. Он не политизирован и так далее и тому подобное. Во время Ичкерии наши спортсмены выступали под разными флагами, лишь бы выступать и продвигаться. И в этом плане я не осуждаю ни Бувейсера, ни другого спортсмена, который был вынужден выступать под каким-то определенным флагом. Короче. Вот. И Эрдуаса... Давай тогда так. С колокольни атеистический, непонятно, псевдо-ичкеристский движение, с этой колокольни, да, он не герой. Спортсмена не надо, на спортсмена не надо смотреть с каких-то политических колокольней, а на спортсмена надо смотреть на его мастерство, на его это и так далее. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой Чеченской Республики. Каждый выскажется, чье Бог балушу, точка. Вот такая вот ситуация. И спортсменов политизировать – это вообще неправильно, это политически очень... Да, одна сторона его политизировала, из-за этого вам он не угоден, и для вас он не герой. А он не виноват. Из-за ваших этих противостояний. Не виноваты, все русские. Он спортсмен, он видный человек, а то, что вы не смогли его вытянуть на свою сторону, это ваша проблема, не его проблема. Это ваш косяк, как минимум. Если бы вы были, то нахуяршу анди отталдывам волей ваш нахуяршу. Так, свободе. Дайте ему закончить, потом попросите слово и выскажите свободе. Так, Веллешун, наконец-то он закончил. Теперь альтернативные мнения. Праведный мопед. Давай, ты хотел что-то, прокомментируй его. Вот изначально до мозга костей политизированный российский чиновник выступал под российским флагом, как спортсмен из России выступавший. В итоге пришел в Госдуму, сел, и цена героев, я чухар поет будет, варшивать евро-доллар бошил хуми. Цакет кепкой то, шухар каналь тага, старая. Давайте, пока наши эти горячие головы остужаются. 70 тысяч лет там пока наши горячие головы остужаются, их секунданты
вытирает им эти мокрые лбы полотенцами и готовит их к новому клэшу, столкновению. Давайте дальше разбираться. Он дальше на нас Юра Доллар накинул множество обвинений, и он, в общем-то, прав. В одном хотя бы пункте он прав, что надо было нам его на свою сторону, короче, перетянуть. То есть мы не должны были казаться будулаками и, скажем так, такими нехорошими террористами и гелоидами. Понятное дело, что некуда было ему перетягиваться. Но вот здесь это жирное, про хорошее но. Ахч дал дезаривается, он аурвах. Ахч. Не, просто морально. Мы не являлись активистами, не являлись террористами. Свои мысли завершить те совали тише, мы ждали этому халдейл бал, соблюдайте культуру дискуссии. А герой он по-любому вас, потому что это Мабагари, короче, спорт политизированный, поднимающий оккупантский флаг. Да более того, ему можно вменять гораздо больше, чем обычному человеку. То есть, если, например, какой-то там в школе был бы шел, пекари, трактор, колхозе был бы шел, человек, хотя он платит налоги в русню и, скажем так, повязан с этим, у него как бы выбор опций очень маленький. То есть, а у такого грандиозного спортсмена он может спокойно уехать в Европу, в Америку, и там уже из проечки дикума олжичкирийский флаг, там, конечно, когда ему позволяет это на соревнованиях, он мог бы уже выступать свободно от себя и зарабатывать больше. И живой, кстати, был бы сейчас, короче, то есть пространство для маневра ключем у любого другого, двукратного, трехкратного чемпиона по борьбе, представьте, олимпийского чемпиона. Его просто такие, любая страна, короче, от Японии до Канады с удовольствием примет. Просто с удовольствием. То есть цун делает, цун цацавах беттигятер Бога из Абагдаса. Как раз таки цун ершун. Не зря Гойшин, Хабиб Гойшин, какой он хитрый. Ушел и где-то там тусуется. То этот Эр-Рияд, то Канада, Америка, Канада. Ершука с Гойшин, он дурак понимает, что его гибня хлопнет в конце концов. Это догоняет, короче. То есть у спортсмена есть гораздо больше возможностей. Поэтому, кстати, живой был бы, если бы вот так думал бы, в отличие от евро-доллара, который нам пеняет. Если бы твой этот Ахмабагар, герой твой, если бы он понял бы, что оккупанты рано или поздно его хлопнут, то он где-то на Европе, на Канаде, в Америке, я не знаю, Калифорния, государственник. Получать, гранты получать, команда борцов тренировать, законно, живой хервари, санхей ногчищен, пойда бал мега с него. А так весь актив его ушел. Конечно, он каким-то людям, может, помогал, не знаю, связи еще, депутат тоже, чиновник, авторитет тоже. Может, он из ментуры вытащил кого-то, может, 10 человек вытащил, может, 50 человек. То есть, как человек, он, может, помогал действительно. Делать сундычно, он тоже как бы жертва всего этого дела. Но герой он точно не герой. Это исключено просто. Давайте другой комментарий. Нет, уже Эльвеле, дай другим ответить на твой вдохновенный и длинный комментарий. Прокомментируй, что такое ругаться, моделишь. Будешь модистишь, обвинять, будешь персонализировать. Это не тема. Давай, Лама. No, wohom du da skaties, ka ens hažlā mitingā dāvot, boisars, un alum ļošņu švats, video takujuši, un sašu dari, mas jāšu aldari. Nastajuši lielo šeris, un mums ir uz jāja, astāja, iz boisar kumiru un liels būs nākana. Tā kā cer atcen, ka girs un video ir, boisars mitingā dāvot, auga halarir mitings, un točno miču saka, cerbēh, gadavšīni un mitingi ir
Войц Эрбахар, дик ойлайн, дин хумду, короче, даса бошинсун. Дословно цитирую доцелясуна, цахарсун, вернее, бекцадо. И Войц Эрбахар дац из-за цунхса тадох кумада млил могдерсу, дюцуга, экайчарна, учуахтюшал, диршейна, шейна гина видео. И ты обхабар дюч волстага, герой вой хватер да царас войн дикум диеш хули истаг и тайпум лилош волстаг. Тесла, с твоего позволения сейчас хочу как бы немножко подкорректировать твою вот эту вот. Не, Смотри. Асальчун, хай нагасан хазя, Алчуна Орона, что дело. Да, исун ала, Да. Буэс в политику залез, и в ухе идет такая очень на грани такая ситуация, что эмоции переполнены. Он должен регулировать вот это вот все. Видите? Я делаю скидку на это. Он на эту массу немножко как бы держать его и градус халцеялит. Он что-то там мог как-то смягчить вот этот вот градус. В плане этого он просто обязан это делать, потому что царь национах зихер должен, допустим. Волнение шаляло, дрова наломают, а массу надо немножко успокоить, потому что это может как бы пользоваться реакционных достаточности. Достаточно zum высказыванию юга уже ответ должен он. И элвели со идолы. Сайн хитак босс. Хуйзе до сибре лабикчена сибреха мискчан года цан складчу цан балх дахветтен или цан бригадир дахветтен, короче, ши икорк хаец. И лагерь диона чуд арвал шин баохлит, и чуд араул штон, туш от шьокш, лыч ош ол деш дион, и продукты окш. It's common, it's адмана, it тасаюш, лелвал таг, подлагерный хули его таг, аладион Тесла. Его таг диона. Это герой альтруист чеченского народа, который помогает. Политики могут быть такие люди, короче, вот так действующие. Могут быть они так. Это такой спортсмен, ну. И тут уникальный спортсмен, 3 раза олимпийский чемпион пришел. И Ерлик Цоякканю как бы имидж, авторитет. Ты из Руснянина дают. И даже более, короче, раскаш специально на международном этом арене, как ногти там на Швеции. То есть Дагестан, Русско-Российская Федерация, Дагестан, Россия, короче, надо ехать, короче. То есть он завоевал... Даякна, потому что вы его даяка, Нас вообще тогда в медиапространстве не было, что даяки. Подожди, не прерывай, ты теряешь контроль. Ты теряешь контроль. Мы здесь вообще ни при чем. То есть вот это его осознанный выбор. Я не хочу, короче, но примерно возможно, так, зачем я тут делаю какую-то империю, и когда я могу раз, не знаю, Швейцарию, куда-то в Англию, и оттуда выступать, и еще за свой народ с диктею серьезно, короче, плюс еще у меня еще я богатым человеком буду, у меня будут шикарные особняки, и куча, короче, поклонников, и новое поколение швейцарских, английских спортсменов я буду выращивать. То есть у него есть пространство для маневра, это избежать. Казахстанец, короче, жертву эту, у которого вообще нету никакого выхода. Ты не сравнивай его со спортсменом, у которого, есть возможность, есть способ. Короче, у тебя претензия, что и Чехку Швеция, и единственная претензия, то, что он Нет вообще претензий. Я просто не считаю его героем, и все. Герой был, буду, конечно, вообще.
дает за свой нацию, за общественные интересы. Герой Герой это, может быть не только который делает Герой, поступки, герой, не Вовин, важный играя герой. за ничего. Как важный. Герой Вас- может быть не только национальный интерес сейчас и защищать. Это просто национальный герой. Герой может быть, который там видит, что девочка тонет, он в ледяную воду заскочил, вытащил девочку, а сам погиб. Это тоже герой, как Амальдош. Ничуть не умаляемый по сравнению с национальным героем. То есть понятие герой, оно широкое. Вы национальный герой Вацака из-за того, что из-за того, что он это так не захотел он им быть. Хотя мог им быть еще. Buvais sen nissa صدقت جوا نخشي قوم والله يسر ويقوم سندي короче, да. Не надо его здесь бочки катить на велу, да, я дойлсон, да, си дойлсон. И ну ты у вас там Дагестан, получилось. Берстag ist noch Чирилия. Так, шариат точно устугер 100%. Здорово, мой отмощу, амелла, Если спортсмен, короче, я некоторых знал, короче, известных этих. Но речь не об этом, что он как бы в этой системе, он не мог, короче. Ну, СССР вообще она выехать, да, и сейчас даже. Кстати, он мог, короче, выехать. Но вы негативно видите, так вот, но, скажем так, но это не герой точно. Тесла, неудобный вопрос, да, Конечно, надо даже, не то, что долго. Герой российский умный был, ходу. Это как четырехугольный треугольник. Нечто непонятное, противоречащее само себе. Сега цитаты un senami цитата Отечество, сделал много для России больше. И потом я говорит, что ночью до день траура до ночь шаш, собизинс, мы говорят, Юсуп Тимирханов, величем, само траур объявится, паники бойд бэком, багал чопшу, ашхар политизировать модиебош, не атезир бэком, сашай хумштуч борхош бойд бэком, по-русски батер. А сегодня сами по-русски говорят, Ардол официально тездят, день траура, это как сводится? Я могу немножко, скажем так, ту сторону адвокатом дьявола стать и ответить на вопрос. Возможно, мы просто не обладаем информацией, он делая одной рукой, делая вот то нехорошее, что Русню он рекламирует, ее флаг поднимает, другой рукой помогал людям. То есть в этом случае он может быть тайный, неизвестный нам герой. Можно статью даже. Имбардон. ОСР Сайтиев, неизвестный герой чеченского народа. Мы это не знаем, как только предоставят нам информацию, мы поменяем свое это мнение. Что, будучи, находясь в этой системе, в ее ядре, у него была возможность вытаскивать людей, которых незаконно или по беспределу там, в тюрьму сажали, или это дело. То есть тут, не знаю, можно десятки, может сотни людей спас он, короче. Так, неизвестный воин герой, но пока хагу что ищем дальше. Мы вот такую иштмахад бывает, как придет новая информация, то иштмахадур бывает. Покрытие Тесла, а ночью там холок, валок, две штуки, по сегодняшний день они даже за пределами убивают наших героев, он бац, он увеличиваешь. Даже за границей была бы шлялок, сходил шабулил дагабу. То она с Хархом был штаб-шбу, официально бусобно выделил, представитель Дум, он муфтий сказал, Бош, российский герой умывал. И он сразу ночью, он цантагов, шин сторона, он волойте барасам, нахватно.
В России скорбят по титулованному спортсмену. Главный муфти шейх Равиль Гайнуддин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Гордость российского спорта и российской уммы. Он останется в нашей памяти как искренне верующий и патриот своего отечества, проявивший себя не только в спорте, но и в государственном служении и благотворительности. Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Слышно? Машаллах. Слышно, вот в этой короткой, это вся характеристика. Весь имидж, все наработанное им идет умме, Русне и Дагестану. Ни одной капли не остается для чеченцев. Вообще. Схожла, это место, например, говорит Шамиль Боса, Аслам Боса, да, я туда представить, я мухадари, и ночью он и сразу российский герой, говорится. Чеченский спортсмен Цаилеров Царцунов, чеченский герой Цаилеров Царцунов, чеченский вообще в контексте его царь. То есть вся эта спорт, это поднять свой флаг и свой народ, как бы это, авторитет ты его поднимаешь, имидж его поднимаешь. Японцы, поднимая японский флаг, свой этот, становится повод для гордости. А этот вообще то есть раз нас даже вот этого лишили. Все, что делают чеченские спортсмены, идет умме, Гайнуддину, Русне и Дагестану. Дела, короче, дошло Волцнах. Героя Хилудва, что не дадол. Тоню адат, ночью аду, ночью аду. Тоню адат, шушайки аду. Шушайки аду. Я же сказал, что если мы узнаем, что он спас девочку, или людей спас, или кого-то, то автоматически, короче. То есть его вот эти жесты, которых они спас, делают его автоматическим героем. Но пока что информация именно вот такая имиджевая, которая гуляет по этой, нам вредит теж как это имиджу чеченского народа, ни грамм гоцадини или ни грамм имидж халцаэйни. 97 год аттестации, переаттестации был. Саханда Георан Ибрагим. Цыга, герой хил, мацтанк, мацраский вин хил вишвар, цухена, короче. Там бы наш движение. Это разговор с ними, сам дурак, короче. Нет, вы мыслите в этих категориях. Евро-доллар. Щеддек, давай перемешивать, садовой. Например, давай это со Второй мировой войной аналогию проведем хотя бы. Была же такая переаттестация, помнишь? Ты проходил переаттестацию? Прошел ты? Не проходил я переаттестацию. Провалился, да? Жим, Жим, Ну, тухена, короче, тенгат, бина дийштер, мацраский вина дийштер, танк юхина, герой хулшварах, короче, линейкер, сухена, короче. То есть определенные критерии должен был, чтобы выполнить. Роман Турпал медал, короче, танк ягин, меча ягин, итца ягин, йолшу, инти, йолшу, даваш, на металл сам, да, я помню эти времена. Вы определяете людей по тем же, короче, правилам. Сега, дис нашой 97-й год, а да, дис, короче, положение. Не прав. Вы вообще, я сейчас сум бадыгдич вообще персонаж, вица, стагу из, например, российский спортсмен, из Бэкомов, Нохчу, из российский депутат, из Юхцо, Санитешбех, Бинница, из этого я диквол, Бинница, вообще понятие, это все просто муху, долго, стегвелле, и Белгия, что и что чтобы о нем что-то сказать. Обычно вечная, диквол, бина,
или Уобал, да, Уобал, это единственное, вот депутат, у говорит, иштihum делдер, ду, русня имидж там, халехер, из Уобал, буис. Чун диквел, ша, إذا شون يوق محتاج ليلوش بول شون يوخي ناخ بويس عبويس بيزاشتان هو ريز как verdu er so ne an tieschenberg bin all что метик сахазе это ну не позитивного там не негативного опять-таки помимо того что он является депутатом вражеской для нас страны с которой мы находимся в состоянии войны и например, имел Дикстаг Хельчет, на вооруженное сопротивление и на стороне русских с оружием. Хельча это как бы вражеский стан, что глупость, например, тебя дашь туарный стальч, дохал. Тун дашь киетардар тебя, например. И из-за нейса хэгдарис. Хоть и чего Дикстаг из Wallah, из Украины, да, и аж нов чему будет, а что происходит с украинцем. Если шухаехка, дахаехка, худа, они в стане врага находятся, то есть на стороне вот этого вражеского образования. Сунде, там не тема абсолютно, не героизировать никак невозможно, не со слишком забыхумер или сайбери, короче, из-за варианта. Я удерживаю, что на вашу массу в будущем. Исчерпывающий ответ. Мичуанова, по-моему, исчерпывающий. Как узнаем новую информацию, что он спас девочку, я лично признаю его героем Евродоллар. Şimdi görüşüm. Подъезд душу, мог аж душу. В общем, так вот, как сказал сейчас Бетсер, вы не чувствуете человека, короче, да. Ну, я да, вы как бы, ну, ще нічого цього чувствует, дойл я да, так, чтобы я... Ну, смотри, Тесла, подожди, вот смотри, евро-доллар. Например, в Сирии был такой, ну, эскест, я лег, например, такой персонаж, как Багдади, который возглавил вот это исламское государство, там, всех вот этих бывших, там, иракских, баасовских, Гебнюковых, вот этих бывших, короче, генералов, которые стали эмирами потом. И там, как бы, я говорю, там на прибить на бахе, тоже не факт. Он, может быть, хороший был парень, там, давал садаку, помогал кошкам голодным, собакам, потом, что там еще, кормил птичек, там, молился, там, еще что-то. На мечеть скидывался. Да, на мечеть скидывался. Это личность, умныш, может, дикстаг, ну, вот и то, в чем он возглавлял, и в то, где он находился, вот эта система русского международного исламского терроризма, она вредная, чего? Может, сочувства были бы к нему, сочувствие истории, здесь, пожалуйста, кузама, мападерсон, куза, жимол штана. هنا الشيء نتسيو штаны цапаху дырцу хырдыр бурдыр اشتمهت شخل ميتيجا نوعي ده إنسان يوم ما ينشأ شو هي تام بير بوده هر ديك بهم دود إنك هر وهم دود إنك يا اشترس بديلي الله بس ну как вот в целом вот в итоге его выхода короче в эфир там выхода на вот эту арену международную там массово вот это информационную и его потом падение и оно ничего полезного, кроме негатива, за собой не несет. Конечно, с Буэйсером там сравнивать не надо тоже его, но имеется в виду, что
Санстег суоца саякан хумелари охбуза идери вождери ишадек издат. Так как бы дел что мы можем вот так определить этому человеку там керство ла бусол бала буддийство ла нохчиш. Нохчиш Ибрагим, олол стеген дел Абдекю что Абдалаха, печальная новость сейчас. Еще одна элита у нас покинула. Хасан Бакаев дал Геш Дуэлсин. Элита у нас вся вымирает. Тесла, Ибрагим, вот ваш выход теперь. Будем смотреть, как вы будете работать. Ибрагим, ты вольный, иди, Тесла, ты туда иди. В общем, Бакаев мокшуч духан ярш. Ну, наша элита цахул изодуква цахиет мацун. нохчи Наша хом элита или حضرتي نوخشي اللي قام تقولي نقوم اللي элитен يدخل нет. Ибрагим. Тито, Нохчи قام حضرتي ليه элитен. يقتن اللي يدخل. Свободно صحيح. перебивать. Я тебе давай объясню. Нохчи قام элиты нету. Нохчи قام то, что вот недовольны Русней, там по всему миру разошлись, Русня и вот эти там ваши коллеги из Сурсада всяких и так далее, да, там, Пужаха и так далее. Иш хатиха кейтин, хохкузаха, от Русня недовольны, мелвагуй, царя полностью буду лаквина. А те, кто более-менее себя что-то представляют, еще под русский флаг подогнать. И это ногчиком не получится никак, не получается, понимаешь? А ногчиком лисен, я душу сахум, да, это он иштамер черду, ногчиком там что-то ты там, наверное, возомнил, Хорошо, но во Ибрагим, всем хорошо. мире... Хорошо. Хажла. Допустим, нас не в этой плоскости Российской Федерации, it's политический, я не буду, человек, спортсмен, юхвелла, так хаметтана, сюливинак. Точно так же Хасан Бакаев метти, нохчи цавьют подрусняуи, у него так тоже сюли ингуш савинак хамет, нохчи чуметтен историк уша. Вот, уж тахито безвой, массу, или церхи есть, и хупает бибон. В Бельгии жил, да, что. А при чем здесь это сравнивать? Ну, как бы, нам бы, бочк, кенчош, учуага магинайсун. Хасан. Я там был, собор, лоев. Мокшуач вол, духанер из его Лазар Дерцун. По-моему, легкий шндала. И проблем был. هذا اللي يقصونه там حسين وتسوشين помял что-то. Короче, синга там букс. Штайрен тем более. И вы просто даются куду, а дуешь пол спортсмен, еще дек и има дуешь, вот представь отцу Льюэ потенциал спортсмены. Потом еще у нас много чего было бы, да, там каких-то грамотных историков, там каких-то филологов, лингвистов, которые все вот эти люди будалачизировались. Полностью человек будалачитвящий, что штука, или же под русский флаг хайтуш полностью. И вот еще вел его потенциал, войн маезарис, войхоман езари, войхом. Там на русский мир оболбо, мелочу. И потом в итоге Русняс, как обычно, щуту, а где ваши там танки, а где ваши там какие-то там известные, там 5-е, 10-е. И его изобретение, его танк известно, нахуй, еще декрылся. Мэш адит малиезу, нас надо ставить, мэш кармахел. Вэш вулк, да, хинзгон, еще был спортсмен. Как Эриенс даже, халки ин был спортсмен, под-русский флаг хейти нацер. И просто евро-доллар имел негативно, да, он хейча, потому что
любой там кефирский какой-то, среднестатистический там гражданин, видя вот это то, что сделали там с твоим народом, где ты ныл, приехал там куда-то, и затишь, да, меня преследуют русские, нас не оставляют туда-сюда больше. И помелчим, тебя там приютили, тебя там дали все возможности, условия. И ты потом идешь и под русский флаг становишься. То есть это хотсахиет мёцун, хотсахиет вот насколько это негативно. Салманович Бая. مو خلقان إبراهيم Ну вот Запад смотри, я например, محطة حيل دوش بو دو حق سانس بربا إيهم رات سان ديك خيت Они даже на это не обращают внимания. У них мозг не так работает, как у тебя. Хабатеш там, Alitеш, там не обращают внимания. Швеция, гражданство, Швеция, гражданство, лосон. Это докон, союза, уже пол ахчу, массана, вышуса. То, короче, кефир, швац, европейский. Там такие, союза, подняться до цей харчишки, а чувство до высокого года, выйдет. Ахмад, сила, Россия, мощь, Путин, халиф, Палестину, все Палестина. Да, вот, это халус, век автомат, шолштин, идущий. Это так, асходу хаям. Сейнам, там босс, ночью, коммун, хедабеш, будет Швеция, бушбеш. Полный, короче, под подозрение. Доверие, да, خليف إيش حيقلدوش ناخبو ما بوس إيش حسن حيقلدوش ناخبات أساسا بوش أدم تاز يخليش يشبش بوي يخليش يشبش تار بسن نوحشي هم دو دوسيقا تيشن دابوق دويري فولني دايل خمي نوحشي تار أبا بشات سبو باخص سبو إيش حيقلدوش ناخبو إيش حسن فرنسا كوارت باقن تاموغا هيت بسن شولا بو ученикш مش под подозрением собориться, да, лербал биош дебил плюс диком модут один однорчик он диком один so дни до арбу там сети хатен диком днисо وعجا они могут там какое-то социальное كيفيسكي خرجيشля и он он учитывал царсан дебил штагалет кан амошо цункварт бахан нис моденец модени нохчен дох вукненец خليف إيش حسن حيقول في الجبهة صار أحدو فلسطين صار مو خيس بيزبوش مو ما حقوق شو إشتو أركوس Европе как раз таки наоборот, там вот есть так и маш ходит почти гунду. И царь ехтенша. Тунде, это, например, любой маш есть, что стрелять, сухман тирес, что на арбуз, ordinary шахмат суца. هيقولوا ناخي تجيم أدمغ ناخوي تهير نقبرت بارك بوز هاو هاي برنسيب تا позиции что Allah тушан. А вот савиле деши хайн полностью циз хаю дуне мелду. Вы никто ничего нам не сделали, не помогли, никто не сказал ничего там, не надо. То есть людям, которые вообще в стороне где-то находятся, претензии, а сам ходишь, и нас изнасиловали русские, нас унядинок на бутылки сажают, нас унядинок делают, боже. И он дивится, да, уйди, сфугайска, что байрак тела хурти, да, бик вогер хурти, всегда хурти. Вот и он, если в такой ситуации, да, какой-то вот это, и Русняу в Европе, свобода. И Русняу не шаюаш в Европе, подкупает бешвол, чиновник, и потом и войдуч был грязный, спортсмен, швуй, цер бол церях царь. Там
там холкушеры, холлар, спортсменчик. Короче, юкцер. Вот и спортсмен шкуй, цен условия куда устраивать я шкуй, которые тоже русскими подкупаются. Цена русский себя, они свою родину не продают, они шанти ахмян не продают за это. Для них русские, это он войны какой-то. Они видят его как нефть, там газ, бабки, короче, алмазы там. И он с ним просто может сотрудничать, и все. Он смотрит на обезьяну сначала. Ага, обезьяна ныла сейчас. Ой, меня русские насиловали. А потом пошла, стала под русский флаг. А все, значит, у них все нормально. Меня не должны тревожить никакие там голцаря. Короче, мысли о том, что там как коробит вот это, да, там, что не испуивается та совесть, да. И меня не должна, потому что обезьянка сама ныла, которая пошла под русский, там у них все нормально, так, и русские вот бабло дают. И этот какой-то на Западе находящийся там, вот эти, которые над спортсменами там полностью те же, которые вот это все организовывают. Вот цен, короче, спонсор или как он. Они просто работают. И сравниваться с ними, да, там на Западе, ему причем он здесь. Сам я что-то не пойму. То есть, ходава, хайна, короче, шка, бомбеш. Короче, шишен ты хижу. Ой. В общем, маршу юцага, но хомерш. 29-е бухылапна. Болбеш, хашкуй. Что? Куда же то, что там кефир всякие в Европе, они сотрудничают там с шутнявыми за их бабки, там вот этот спорт прогоняют. Это абсолютно, да, царь родина продать, насиловать, ежегодно, они не абсолютно. У них другая ситуация. Сундел, они смотрят на это как партнерское, как что-то выгодное там, и так далее. Тем более, повторяюсь, обезьяна, которая ныла сейчас, изнасиловала, пошла и сама стала под этот русский флаг. Все это Сундел и церковь сравнивать, церковь параллель. Я даже вообще аудал думаю. Ну, инсо мухите инсо низкие, يعني قاسن. То есть, он киха случайно, ишь соответствовать, да диза, короче, ты обязан соответствовать, и вот так сидеть, и, короче, и, короче, тромбеш, интернет, чтобы угодить этим людям в европейском, да, с этим людям этим людям İnsanlar köylerini ize dayalhum ne goyt tu hun hulş tu nach image ya noch chi oman ya sanna tu nach sportsmen hulş wat ya hun hulş dayalhum el ich surt hut ya понимаешь и цанne halga hum schliel da diese is that ho weg просто хил dayalhum hulş dat och buzat ça lüch hoş lüch серебряный прикопе, келганти арчен, заходич, короче, да, сунреза, хочешь, хилцавьез.
Ибраим, Адам разные хейна, разные могут схавахабист в 90-х годах в конце, короче, будалак варахинц, это истрла, ишт цели мы, ишт шанс сала. Molim, Li molim, Mandel свобода. Ой, что-то я буду лак, я вахабисты, хуй, это история. Шун, ты махисанс, обнаден, буду лак, халай, вахабис, халай, это. إبراهيم حرام مو Нормально. أتستعدين وصرف صلاح آيش حديش بزنك То يا таван شوش. милу четко, когда было штук, например, 180-ник, на 80 в данный момент. إذا مزخلات حد يستخدم 90 تعبيك حوش نص но 80 ولا что هم بس процент ده 100% вообще 100%. Там сыр, дейтсан саадис признать садихту. So 10% хулюткас, хал ледер уксайнс, допустим. вот и позиция этих позиций где помялся наверное ты ума сахуш нормально аккуратно под öyle косить и هم что и что ты махис هنادم بدو خلي هنادم خلي أسوأ полностью объяснить дохун سبودو خل شادل غلطي прекрасно هم там осознавать лишь от идеологии от идеологии пагубность паниковать моди от идеологии пагубность хаюч да кучу аш маусо а Хасан Болчар это истиш мата исти бош да и هم что хуйш да он хер иш дур а вот такие как ты кармформизи не ешь к сожалению эша ишта дальше дальше буду лучшироваться да и то إبراهيم دوي قاربة سمك بارون إتوا دوي بوصل الدنيا دوي قاربة مكش بات بارون ما عشقيتش ده سترى بعد ديش. خليف вообще там виноват. Малялхан точно вистул. شو بدقة أموات أسود ده حسن شاي بويت البوس إن شو دخيق بوقت ده إن وي هون بيش بتوان زبار أعمل شو دو ويو خلق دو ده إما وي هون بتوان بيش إن سويلش بويت وقت هاي تاجين شو إما مشامل بو بيتو هاي إنسان دين توان بنايو تجيرو كافكاز تخوّر تنخ هيتا بيتو خشا ما يريو فاهين دين شو بويت وقت وام تو Цан ден атуан бинмет цастрожени ахилят шо питохи шо сюле питох герой Кавказа мои شو خليه إن سامم دهلي عتيه ده не шо бада шо имам шамилен заат нашене ям якой о йинер цунох но цая шия герой ичи цутя чахце ицел нахуат шо сюле шейх آخر بود شيخ دنيا تاع يزريوش ونوخ قومو حلقه شي просто تاع يل تاع تشاكرو من نفسه ونشو сонда фугли яга нохчи казна и гуллин построение имамата гулла шубоши подати дан что лейш да и тройгаре гуллин дохарен дел я Allah я бош شو دوي царский усадьбы Калуги да он свободе иман шебе историю чмоса свободе весь так моуши Калуги да он царский наложниц хлех это Израиль казна да он гнид это и тонхор да цари кенте цю орбу да цбона имам шамил поспешил не фартануло Genç dağın dark dediğiniz dayat, strojno krenco i orbu nabon i oni сказали imam шамил питох издаться бинецо добровольно. Это اشتقى نعري اشتغل نشتغل لازم كرونيري رامي ما شاء الله إن شاء الله بوشتون ويكرزنا شو كديرش. Ибраим, выключи его, пожалуйста. Бег нохчи хилбац имам шабилицани.
Цун схиллаш буй, цун лай, цун адели вин лелаш. Цар шейк тагвин aqda on ashwin aqda. Байзангур лай варбоя. Лай варбоя Байзангура кuyurç nerüyaş mahavvat imam şemelli. Байзангура kuyurç nerüyaş Байзангура kuyurç nerüyaş mahavvat imam şemelli. Байсангур, там, если этот персонаж и был, то он темло из Гараб чисто мула ухауали, мулит. Я сравнивать вообще персона. И это вайн та нипит яцис, та вайн хая инта ничол тана, хая лин лилин, хайвел муалла лил куза боша. Инстагана мубу буду легше. Хая лёйца, стие бёша, и эдам яцается, лаелю, чмо юцана. Хуй ist da, доктор Хамид Бошта. Кёртан дика юч. И хая лёйцу на сахума юч, ли лёкшан хала их. А можно мне пукнуть, извиняюсь за выражение, а можно мне здесь вот плюнуть, здесь правой рукой дотронуться, здесь это может. Уж хава лела, веш дуртовая, и нах цухайна. И ук имамшен. Mol esa tuq Mual ezer tanzazo mual nashkuyuha it's abarg zel me istori khicha noqchi qoma qasam kha yishdazer mual nashsuji haye an imperi kela yudi sen luqat qomant ade polno yurta amelo informacije sluate shlel pituhi shu tagna yuqish izdish iz bob ya shuktan du boy mual ma alat so yurta de kuches coaching ayed ترى حيا لأنه أربع موي إشليل وشوكة هاي عيول جبلو выпускник института там дружбы народов Юга. Там вообще никто ничего не слышит, ничего. Но факт то, что и Муалла полностью Хайятин себя лилош мою шейтю эпозюет сейчас Россия, короче, она чуялен. Шишан технишу сейчас Ich лелах тебя и там Шамиль Векховыги Бомбишкуй. Вся разница просто повторяется история циклично. Ах, Ибраим, и молнаш, иш тхилш, иш фунд байната. Где-то 30 тысяч мол мовит. Вообще, мотнаш, битнах молнаш. Локан бёч, шокал молнашен бёч. Короче, вообще, мотнаш, битнах, в общем. Ahmad az wonder Putin şey ok çak belçulda. Habe отсумонныш бэйна, не шахила вообще отсумонныш. Тауны адым, хайрен шуа, я хабу, да. Брехня. Вообще-то ваймолниш обычно и народ сошкала сюли, гумки, там, аварч, у нас не было института, чтобы где учились и тому Эльдермолниш, что Ульшнах. У нас таких учреждений не было, что 30 тысяч мол плавал. И Захарватию 30 тысяч. 10 раз население духовно выше. Куда это нелепое? Мирза Васаровы, Ичера, Мирза Васаровы, муфти убог. Рассказ, яще Боливар не выдержит, то их может. И сам коммунистам не нужны альтернативные проповедники, альтернативной враждебной им идеологии. Тундел Цармолниш действительно были поначалу. Сунам сага 30 тысяч, шумолниш быть. Это сурт тому, Асарч разные левые, правые, за массовость, а вот эти лансуты сами обширны. Мажошивач полностью. Это бич пошла, це видно, и короче, санаху. Це люпан nicht эхал свой духовыш. Рынки, сюли, це непонятно, безопознавательно. Санаху. 30 тысяч, ты говоришь, вот сурт массу у тебя, сурт 15 штук тебе. Ibre, syle bat tan nochtshenu achshay syle als no hundo, ust pechen am to do tan.
عامل خايب من هنا مع اليورو دولار هنا نقص عندهم ساس ونقص شنو عايش دون Да, фамилу хэш. Можник даёт, да? Сам просто толкш лил да посуду сейчас подсум я что pessoa que hoje священный маркер pessoa que тянуш лила что Евро-доллар. Ладно, بدك должность. دعوة لا دعوة شيدار يعني ده بعدك دوتش مت على شو он بعدك دوتش А все равно дерзкий, комментарий. Да, в любой фактич полностью. Против ветра, короче. Расстроить просто. تبرع هون جنيت سول جيتش موجنا باياتش نوختي Бела ща. Ходим. Так, бью, ошибся. Этих смыслов. شن الدستن قميلدو رامي أبشو صدق سول شن نوختي أربع كنوختي موقع منو جي سول جيتش نوختي موجنا باياتش هذا لا ديك حدا لشن إمبيري ديك حقيقش إمبيري نويت إمبيري راح حانكل ديش دقعد شو يورو دولار عمشن كان ديش دوكي شو يوني أبرات شيء دايشتن دربل يا شيء كان ليش العدواكي شيء يعني بات فرون شارع تريست وعسك دعوش أتمنى شيء خليفة إيش كذا بلان ليش إيش ده صبرش دوز خمال مديد شو تعال كلا تعيش ماكش ما وزر دوي شو بريتكش بيردوات ما دوي وزر تعال كلا تعيش تنكش كلا حصدش لحتي نقدر إبدا وعوصر بدو أشوالات الإمبيري دعيوش عوصر دقوا أشوالات والله يخليك ويشو تسجن كالبياتش ميرا بوش دربن كالله كروبشو نيش شي تيجا شي ترجو شي ربي شي دو ترجو لي زدري بيش دوك شي دعير دوك شي دربن شي دايش هون شي دايش إستوريا يا حيطه صدق إلي بو الله يو بيتا إلي بتشاخو سويل شو إلي شو بعد تشخلط خليف كل شو شو بولت كلا خلق أخيدين استغلال خليف دوغر عربوجو عياته شتريستا وعشرة عشرين حدايش تريستا ديستنيتس God отменных дестиниц разноцветных ваши предки передавали халифу арабу грязному бензину. Исторический факт. جدعني سبيش ليلك تغير 40 штук أصحاب 40 штук أصحاب 40 штук أصحابов Сюли закопали в Дербенте, что ли? Вы всегда всю вашу историю вы были под империей, под холопными. Вы сейчас под холопные. Научились говорить на чеченском языке, нагло вбросы делаете, говоря на чеченском. Когда начинаете копать, вы не принадлежите ни одному тайпу, ни одному тупому. Это вы пришлые. Это ваш брат Сталин, вам дома дал чеченские, когда усвоили. Вы сегодня говорите, что вам эти дома, эти земли подарил Сталин, ваш брат. Ахи. Науховский район, вы не выходите оттуда, с чужих домов, потом через эту аморальную, грязную идеологию языческого культа ислам, вы говорите, мы же братья, машаллах, ради Аллаха. Не, так не прокатит, дальше мы так не едем. С такими братушками врагов не нужно искать. Sunde Madukos Bosch, aprilliца da diešā šnoši duja deca, aprilliца da ieskars. Тот, кто говорит, что вот эти отморозки, вот эти вообще не признающие ошибки своих предков, свою историю, вот этот сброд является своими братьями, это даже тот чеченец вообще конченое существо. Это, если в эту сторону он дует, пускай туда едет своим братьям. Это,
Я знаю, о ком я говорю. Большинство на этом держится. Мы сегодня видим, что вот сами вот эти не говорят, оставьте, стройте у себя шарикатское государство, ублюдки. Зачем вы к нам приезжаете, нам рассказываете про Аллаха, нужно шарикат строить. Постройте у себя в Дагестане хоть один раз, будьте мужчинами. У вас там гей-клубы, ночные клубы, вы себе там полностью отдыхаете, нам говорите, что шариат, нам не нужен никакой шариат. Нам ни русские, ни арабские законы не подходят. Это вам, может, подойдет, все у себя там живите, вы уже там 800 лет этим занимаетесь, на двоюродных сестрах женитесь, брат умер, жену забираете брата. Это у вас нормально уже, пределов, вообще аморальные ублюдки. Нам не суйте это дерьмо, короче, собачье. У себя стройте все, что хотите. Полностью чуматло. Вот обращайся это к тем, кто именно Я для говорю нашего именно тем, уничтожения кто работает. пропагандирует Костецкий, Сосветленский, все вот эти муллы, весь этот сброд. Как именно к какому-то, не знаю, принадлежит, там же, я не могу называть все народы Дагестана, я там перечислить сегодня эфира не хватит, короче. Тот, кто себя ассоциирует, не знаю, с дагестанским каким-то народом, должен сам выйти и сказать, оставьте это в чеченцев, короче. Давайте тут построим шарикаты, бурикаты и тарикаты. Это, пускай, давай Сосветленский туда вот эту пропаганду свою направь на дагестанские народы. Это, живя в Турции, короче, имея 4 жен, 20 детей, как ты вообще ты нигде не работаешь, как ты их кормишь? Откуда деньги? А ты докажи, что не Аллах, да? Как ты купил недвижимость в Швеции для своей жены, 2 детей? Откуда бабло? Алло, 29-й, откуда сотни тысяч евро? А я вам скажу, откуда. На чеченские горбу, на чеченское бабло живет. И на ингушские, и на все вот эти кавказские народы, которые оболванивают. И говорят, что ради Аллаха, сель себе, пришлите, я тут колодцы строю. Проснитесь, вас вообще за лохов тут посчитали. 157 миллионов рублей сказал, что ФСБ типа заморозила счет. Но Турция, землетрясение получает. Представь, 157 миллионов рублей он просто с ФСБ поделился и себе в карман положил. Кажем сам даулиш, я ублюдок шламадыявиш. Ночи муат мял будет загвачен-то, ночи. И вой гушету. Ночи ночи муат будет, арсюли, рад амали, ночи. Под-русский, под-арабский, и ночью он сам дадо еще, чар ублюдок шишен. Все. Следующий. Там за целый день очо мелует, те шукшон, цахом дерится, дырцо, бусол дня, цахом. Разрешите, там уду отцовуман, вообще цануман, просто жуат плушца, вообще цануман, дек, дудоцик, да, сюек обл, ди бора, обл, да, сод аял, ден аял, хуйбо. Не, цуну укр, да. Первый шея обл, да, дизер дуар. Я посмотрю, я подумаю. Арам, чего бусол, может, машаллах, два бусол. Я не один, Аллах, что сейчас вообще дешево, да, Аллах, я пойму, ничего себе, ослило дешево, аздакия дешево, да, царейс. Это что хули-то, дубусол. Так, ойли, рио, бусол, вещь, ублюдок. Возражения? У кого какие возражения на эмоциональный и справедливый пост и замечания нашего друга халифа православных мусликов Ахлю Сунна валь Джамаа? Это что абук нахта, хата любой чем. Цан хуман деридин, вот. Цан. Я подтверждаю, что Цан Хуман воплотца некоторые в силу обстоятельств, некоторые в силу мерзкого характера, некоторые просто на работе. Аллах, луам, Аллах, да, мечана, садабал, кичу, Аллах, хуман тяхал мализе, сохил завесту тях, дючек лез. Лом Халцадез, мы же разобрались, что священное животное
Короче, в исламе это петух. То есть петух. Это только мне нужно бы, да. Карамина, хан, карамина, хар, животное. سؤال تسلا هو كتوا إمام شمي بيتوخ يبوش خشتين والمعتون يا مش بيناوس. Да не, у них, наверное, давно это дикун Аллах, петух Аллаха. Есть и эти еще царь обязательно. إبراهيم زميشان يرقصون ناس نرد ما إذا إبراهيم اشتغلوا نيس هو أضمن لا نيس نتاع صدوع وعليش أضمن لأني نوختش لأني نخزع خدوا خيام пока все это те, кто относит себя к этому народу, к этому обществу, из них не появятся те, кто вот этим ублюдкам говорят так же, как оставьте этот народ, мы имеем право это им полностью относить. Он дальше, то она işte Şin империю, юады, гнобить я что, он помогает одной империи, другие молчат, короче, другие молча кивают головой, если это есть народ, да, Джохар надо, если они себя считают народом, они должны обуздать любого, кто совершает преступление. Ока преступление против всех наших обычаев, традиций полностью, они помогли Русне полностью повернуть сверх на голову всю нашу идентичность, культуру, войну, сегодня мы видим, что это соседи наши, так называемые, прости Господи, братья, мусульмане. Не, так, и что, да, тут народ, если есть, он должен проснуться и своих этих ублюдков, короче, остановить. И не через нас, а своими руками, своими силами, своей пропагандой нужно выйти, короче, и оставить наш народ в покое. Тогда мы скажем баракаллах фиг или цан, спасибо, Дейл Рейс Филд, не знаю, на всех языках, спасибо вам, что откликнулись. И еще плюс признать, что их предки тогда еще помогали Русне, и полностью имам Шамиль тоже раскрыл все секреты, как нужно, что, на какие болячие точки, что вот именно вот через них это все шло. И тогда, и когда и персидская, и арабская империя приходили, они тоже были с ними, под ними. Мы не просто свою историю нужно признать. Они мешать это дерьмо свое собачье с нашей историей и не пытаться приклеиться к нашей истории и оттуда забирать наших героев, герой Уммы. Герой Уммы, как это, Юсуп Тимирхан, герой Уммы? Вы что, сам совсем кукухой поехали? Сосветленский, алло, 29-й. Айпал Мичадов, какой герой Уммы? Тот человек полностью противоположность твоей Уммы. Просто сададо, от твоей идеологии там полностью твой Аллах разрешает насиловать женщин, которые попали в плен на войне. Буданов, будь он мусульманин, ты должен был за него делать дуа, ублюдок ты конченый. Подмены, понятия, шайхи, атохи. И делай ему вид, охчуа. Это делай умается, делай атлетлошный, то аж буя языческий, делай, что видишь, мада, ходишь, лица, что ходишь, оба, вендера, что Аллах представляет. Вы представители Аллаха на земле. Вот на этом держитесь. Это делай ответ, делай занги самцы, делай зани поемурсовайтен, делай қиятан белла, нохчит foundation. إيش قيتم ثاني إيش نؤمن داني سن طبعا موجودين ودنيا تعدش سن قيتم بوي ني أدنى إيديولوجيا ني أدنى رелигия ني один закон цанком закон подметки не годится то, что наши предки из века в век передавали своим потомкам. А я лишь мечающий, цахум дождь, да, тут ваш самый святой вообще шату, любого пророка сюда приведите, к этому уле, он даже не подходит, там даже 10% не проходит. 10% пройти це дало сам пророки, ночі гуман улігуєч. Это же так, что и куда Бог. Хархум қобал це дешол, делу ац, и сан жестоки дел, с представления саяца, дейш, хо дейш, гуман я чеквел, так жишет очел, делу ац, и до того жестоки делу. А ты что, шеф, ты дейш, даваешь, но тронт я и буехал, давай, ты можешь, то представлять мир. Мы не хотим, чтобы мир видел нас через вот эту призму.
вот эту идею, аморальную, грязную идею, вот в 7 век закончить, что мобах, за нас это не говорите. Мы хотим шариате, мы исламские, у нас розовый шарикат будет. Садиеством возле долче, да у Англии, у ашу нохчен шариат почал, швейк. В Швеции, у ашу бусел почал целас, Швеция, у Франции, у ашу я захватывал административное здание и строил там, поставил там шарикат бошел. Да Аллах, что чисто сердечное признание. Он тогда Конституция, да, арбой закон, шнахитуаш, бин бог, или чисто сердечный доллар, что чуть смягчить ее срок. Хак и дикнаги аурион, укан, чулат, жим, шакатчаги, Сулейманов, и аурион, дина хоз. Туннель шах ешмо, уж вот вабу, не початый фрай, научный центр шиеш, натовский, базный шиеш, кто еш. Это шват вабу тебя, Сулейманов. Аллаху, мокшалай, он сухой лай. Махит, шарикат, тонется, и тоже долчу, да, у Сулейманов, в Франции, чуть и ахты административное здание, а я вот тангела, цан здание, чуть шарикат, вот где, цанчу. Это очень тухо. О, ибо сейчас долго чахит, дешет, огается, ночь, ишти, горд, чаши, демери, дабо, там, реалбин, роши, тишин, дабахан, мил, кто враг, кто друг, уж просто дребезги, короче, аркан, дадо, это не дюлели, уж еще яйца, и джу из юч. Ой, чун дагает, дукаш, динек. Кефиршен, жихат, объявитель, йой, дайон, Турции, $3 миллион, а яйца, удугал. Соборде, что мечдован, что шариат долча муачуца. Шайде датих, ли, что мобайли доли, оман, шайде дат. Это цель по-русски, связи ее, лишь бусолдин. А вообще бусол боятся, там мой по-русски, вообще ахмуды бусолдин. Полностью на мостова блалбяшо, на врага, извечного врага блалбяшо, что бусол дается. Вообще есть хлеба, боятся. Так, кто еще хочет возразить халифу нашему православному, да светится имя его, нашему брату? Алейхиссалям, алам. Солидарность, солидарность. Ассаламу алейкум. Диколесит. Ассаликум, вассалам. Ассалейкум. О, иштикерон. Алейкум. Шалом алейкум, аль-Езу, жукты, бы Аллаху, кадокин, царали, жукты бата, мы ищете, просто представь, доказ, иштига бата, харар акро, мобайл и полностью, Кавказан, Москвич, просто Москва орга бали, хербаерыш. Аллах, рейс хилтан, Аллаху, ханна, яху, рейс хилтан. Царь в тонусе лак бубаешь. Да, Бог, просто ищете, пуш бата, Тесла. Интересно, батя, будем шхидать. Авала, атила, сон, дагде, чи хуа хуйсон, да, Аллах, ба'ол, да, ханга, хилтан, Аллах, хилтан. А чтоб то не гадали Тесла. Ахаттал ладуфон. Сегодня колчу масари. Ладно, бусулшином тебе жукти, да, это чисто религиозная тема, чисто на религиозную основу, это у меня тебя. А в десятичном же вот любой народ возьми, все равно так комплементарно, это ошка считает твою жукч, ему тут реал это. Почему так? Это очень большая тема, там исторические какие-то есть в Грузии. Во-первых, гусур нахан цабис, это неправда. В христианстве жукти тоже, это парии. Иисус Христос предатель наш, будешь? То есть люди, которые на голосовании, отцу, прокуратору, Варнаву спасти его, я Иисус Христос спасти его, царь Талпас, Варнава, убийца какой-то, короче, Варнава, а этого Иисуса повесить, то есть и этот грех как бы на весь народ распространяется. В том дело христианщин, все веш батюш,
Они нашего Господа типа предали и из-за этого его распяли. То есть, следовательно, это пари. То есть, подумать, нет, 2 миллиарда 300 миллионов человек, христиан сейчас, как бы там эти вот евреи изначально типа избранный народ, но потом они предали Иисуса и Новый Завет не последовали, они бьюхомш как бы вышли. Точно так же и в этой исламской они тоже бьюхомш. То есть у нас уже в сумме получается с Мелхолевичем, ну, почти под 5 миллиардов людей, у которых идеологии прошивка есть. Прямо вот не любовь к евреям, просто прошита. Далее уже как бы последствия всего этого существует еще и не любовь, не связанная с религиями, скажем так, антисемитские какие-то вот эти движения. Даже можно сказать, что угорджук и цабиешпеш, они не религиозные люди. То есть они есть такие, ну скажем так, жертвы глобального заговора евреев. Теории глобального заговора евреев. Вот ценятся, видишь, потому что пропагандистски все нехорошее приписывается к ним. Так, у них не с религией связано с тем, что... И в том-то и дело, что, хотя это теория заговора, это бред, конечно, силой кобылы, но какая-то правда в этом есть, потому что если 2 тысячелетия какой-то народ постоянно давит на почве, что Иисус предатель, не аж Мухаммад Пейхман, Шубей, они хорошо организуются и в конце концов начнут давать ответку, короче. Что они и сделали, короче, переселившись в Америку, сорганизовались, подчинили себе через свои эти влиятельные финансовые, короче, учреждения, подчинили себе эту страну, и начали, короче, ответку давать. Так, естественно, оказавшись, их ответка оказалась, в их руках оказалась самая мощная в данный момент страна. То есть самая сильная армия, самая мощная экономика, самая влиятельная. И считай, автоматически вот эти все теории заговора, которые раньше были нелепыми какими-то этими, для поддержания этой церковной ненависти придумал Яшумш, вдруг оказались реальностью. То есть мы оказались в мире, где действительно церкера докумду. То есть, скажем так, вселенная посмеялась над нами. Избранный Ты народ. сейчас Тузика цитировал в конце. Нет, я никого не цитировал. Я надлежащее положение вещей говорю. И этих людей очень... Я насчет Вселенной. Насчет Вселенной. Вселенной? Не знаю. Посмеялась над нами Вселенная. Я говорю, что, например, только что Хиллагдуй, вот это тоже распись, например, про этого Лапти Аладдинова, короче. Это очень яркий пример. Тут меня сегодня он вот просто позабавил. Распи использовали Лапти Аладдинова с целью опорочить чеченцев и выставить их неким мировым злом вместе с Путиным, напавшим на Украину. Они все время его пихали на передний край. Естественно, рано или поздно тебе каким-то образом Вселенная отомстит. И сегодня Лапти Аладдинов нанес просто такие нокаутирующий удар, что раз вот эти пропагандисты, которые его постоянно пихали на передний край, сами оказались жертвами вот этого бумеранга. Лапти Аладдинов заявил, что 2 миллиона русских российских солдат мобилизовать, Европу захватить надо. Сказал, короче. И этим сразу всех колебающихся вот на этой европейском континенте правительства сразу же организоваться. Они решили выделить $1 триллион на перевооружение, на поддержку Украины, на все это, короче. То есть одним словом он одним словом перевесил всю его и как бы обманул их, то есть переиграл их в их же шахматной партии. Что раз сейчас вовсю оправдывается частное мнение, Ербол, Лавров, все эти компании.
Получается, Алудинов наш? Ну, надо ему определенно дать Оманси. Да-да-да, Куманси, да, Куманси. Да, но бумажные, нет? Оманси. Не, это раз сами себе выстрелили, понимаете, в ногу. Потому что они, ногти бег бобош. Они занимались, и в какой-то момент они переборщили. Я Закаевский, деятели, Ригалич причислять шорт, жукти, журналист. Он там журналист Кадерган, конце Абухмирелок. Обладатель награды Комонси, Комонси. Английский батасан, камон, си. Самое лучшее. Да-да-да. А Курочкин, смотри, Курочкин, по-моему, там кого-то там представлял, кого-то ногти деятель. Камон, си. Добрый вечер, времени суток. А можно, пожалуйста, подискутировать с так называемым судьей по поводу евреев? С каким судьей? Можно? Вечер добрый. С каким судьей? Где тут судья? Судья, выходи. Я имею в виду вас. Я просто сегодня был на теологическом, так скажем, пассаже Пхармата. В целом я не чечено-говорящий, но важные теологические вопросы, мне интересно всегда вас послушать. Просто хотел сказать о том, что был так называемый тезис о том, что вот евреи притеснялись 2000 лет, и в итоге в Америке, дали ответную возможность проявили, там, завоевать какую-то власть условную, то есть насаждать какие-то свои цели. Но просто хотел заметить то, что... Да, простите, что? Да. Заканчивай. Что изначально же в семитском и сионистском обществе существует раскол там ашкенази и сефардов, которые в целом даже друг друга, не то что не любят, а просто ненавидят, и как бы основная элита, которая уехала и начала строить бизнес, там, влиять на политику в США, это оказались ашкенази евреи, которые как бы в Израиле богоизбранным народом, которым считают себя сефарды, в итоге не были признаны. То есть они как бы делают свое дело, так скажем, только на благо своего миропонимания. Ты так сейчас выступил в роли капитана очевидность. Я не знаю, ненавидят они или нет, но они определенно совместно работают. Это жизненно важно и необходимо. Что сефарды, что ашкенази. Да, это понятно, что ашкенази это европейские, скажем так, евреи и иудеи, которые, в общем-то, к этим коричневым жителям Синайского этого пустыни Синая никакого отношения не имеют, конечно, в силу исторических причин стали иудеями. Но они же, именно они там заправляют и в Америке, и деньги на Израиль они выделяют, и лобби, они помогают. Сефарды там как-то в роли вот таких экзотических, каких-то, вот как наши будулаки, какие-то экзотические, особо не очень влиятельные. Я бы не сказал, что они там. Может, они и ненавидят друг друга, я не знаю, я не разбираюсь в этом. Но погоду делают ашкенази. Не, в целом возразить особо не могу, потому что никто не знает истинных, так скажем, истинных карт всех этих сторон, но просто останусь все-таки при своем мнении, то, что все вот сефарды и те, кто проживают на берегах Иордана нынешнего, они все-таки не имеют какого-то прямого отношения к ашкенази, и в целом они бы не всегда хотели бы причислять себя к деятельности вот тех самых ашкенази. Можно я тоже чуть-чуть впишусь в ваш Пишись разговор? по евреям, пиши. Машкол, Филипп Кондрашов, приходи свободный. Вот интересно было бы еврейские друзья, да, там, я не знаю, кто вы, ты там конкретно. Было бы неплохо сюда тоже пригласить и чуть-чуть
чтобы евреи тоже Нет, не подумайте, разъяснили что... бы. Извиняюсь, Да? что перебил. Не подумайте, что я защищаю евреев. Я сам никаким образом ни к семитам, ни к сионистам не отношусь. Не. Да, даже если кто-то защищает, в этом нет ничего негативного абсолютно. Просто имеется в виду, было бы неплохо, если бы там русскоязычные евреи, которые там могут там общаться, да, вот в таких группах, на таких каналах, тоже бы сюда пригласили бы их, заходили бы и чуть-чуть могли бы мы информировать, да, вот эту ситуацию в целом там, еврейского народа. Потому что у нас огромное противоречивое вот это вот, я не знаю, поток вот этой пропаганды, он очень вреден он для нашего народа вообще. То, что потом люди, которые слушают вот эту пропаганду со всех утюгов, там, микроволновок, чайников и так далее, они начинают дальше идти куда-то в интернет и там воевать, уже вооружившись вот этой противоречивой информацией. Ну, вы же понимаете прекрасно, что любая информация в руках человека, который не имеет никакого образования, либо просто не интеллигентен, то есть не понимает, как Да, правильно применить. дипломы нужны, да, у нас тоже насчет религии тоже нельзя говорить, если диплома нет. Халиф, Швеция, тех, кто в Швеции. Продолжайте, Филипп Андрешов. Спасибо. Не, я говорю о том, что это же общемировая проблема, то, что поскольку сейчас у каждого, вот как вы говорите, есть телевизор и тот самый утюг, из которого вещают непосредственно любую информацию, из-за этого и возникает проблема того, что у людей, которые, ну, не приспособлены, так скажем, к анализу вообще какой-либо информации, к какому-либо критическому мышлению, они получают эту информацию и считают своим огромным долгом ее ретранслировать потом так, как они вот считают нужным. То есть это и касается и исламской пропаганды, политической пропаганды, христианской пропаганды. То есть, ну, это такое, это же общемировое, общечеловеческое веяние больше. То есть, но вот Ибрагим, как я правильно понял, зовут собеседника, вот сказал, что логично было бы послушать, ну, умных людей из разных, так скажем, конфессий, представительств, которые могут поддерживать какой-либо диалог, потому что, мне кажется, это всегда для всех какой-то большой плюс, понимать, о чем говорит человек, а не просто ругаться в интернете и говорить, что вот ты козел, нет, ты козел. Ну да, вот просто альтернативная, чтобы тоже информация поступала, да, и с которой потом слушатель мог бы уже анализ какой-то как бы сам проводить, да, с какими-то аргументами, доводами. Просто такое аналогичное вот это, из-за отсутствия, да, вот этой аналогии. Я готов. Есть только каких-то, есть только каких-то 10-20 негативных источников, скажем так, ну или там с 10-20 сотни сторон, и все негативное, когда идет среди этого, там, среди такой информации ты особо и не проанализируешь что-то, потому что она вся, если негативная, будет это с религиозной стороны, там, будет это с политической и так далее. Поэтому альтернатива была бы неплоха, чтобы потом можно было уже как бы вычислять, да, самому анализировать. Ибрагим, я готов судить за совковые жуктива, чуварин, дон ахчицан сяшим дебатировать. Мне очень интересно. У нас здесь есть, да, боец с евреями, как бы с еврейским народом, антисемит там. Не дебатировать. Скажем так, сторонник заговора, глобального заговора. Ну, скажем, не такой он, конечно, там, опасный, да, но все-таки вот информационно он негативно настроен. Если бы кто прав, вот он свои аргументы приводил бы, а какой-нибудь Мойша Либерман проводил бы ему обратные аргументы. Мы так Кстати, мною вот
замечено, вот лично мое наблюдение, что евреи Советского Союза, ну, бывшие евреи Советского Союза, они более радикальные, чем вот те же самые европейские евреи, либо американские. Да, Как да, думаете? кстати, судить евреев по русскоязычным евреям, это тоже ошибка евреев, да. Не американские, там, канадские, там, французские, они совершенно другие. Ну, мы тоже можем его проверить на присутствие в его там голове совка. Это тоже можно как бы проверить. Понимаешь, как Ходорковский, например, как ты к Ходорковскому относишься? Вот что-то Ходорковский — это среднестатистический русский совок у него в голове. Там совок, русский мир, имперство, там вот такое. Поэтому там... Русскоязычные, они часто вот такие, к сожалению. Просто меня позабавило, как мы от религиозной сферы вы переходите в политическую, в том плане, то, что Ходорковский скорее деятель политики, а не, так скажем, представительство сионистского общества России, более того. Но вообще это же даже больше не совок, а олигарх, скорее олигархат, представитель такого класса. Как ты Я бы не думаешь? сказал, что он просто как бы представитель олигархата. Обоснуй тогда, да. Но представитель олигархата, он как бы, если чисто олигарх, то он более... Да, говорю. Сразу подправлюсь, я перепутал. Уже слишком много этот совок употреблял. Я хотел сказать ватник среднестатистический. Совком в адрес Ходорковского перепутал. Ну да, вот это вот меня, конечно, поразило, но в целом тоже Торнадо, вот я не знаю, как зовут собеседника, буду так называть, если не против. Торнадо вот сказал по поводу того, что он как бы спорит по поводу того, что он олигарх, но это, наверное, из-за его, скорее, вот оппозиционно-политических настроений, но мне кажется, что в рамках какого-то вот общеглобального класса, то есть там, если брать вот классы там светских людей, клириков, там пролетариат, олигархат, аристократия, то есть именно Ходорковский в любом случае олигарх, просто все олигархи идут по разному пути. Извините, Не согласен. Ходорковский просто верующий, гнида, имперец, подрусский, холоп, не знаю, шныр. Я сейчас тебе покажу. Не согласен. Сейчас, подожди. Подожди. Не обсуждаю ситуацию как глобальный рецепт. Я говорю про Россию и про наши традиции. И мы не имеем тот уровень европейской культуры на сегодняшний день, который был в Чехословакии на тот момент уже. У нас будет настоящая кровь. Если конкретно спросить у меня лично, я пойду воевать или нет? Пойду. За Северный Кавказ. За Северный Кавказ. Чужой нам культурно. Это наша земля. Мы ее завоевали. Нет на сегодняшний день в мире незавоеванной земли. Вся земля когда-то кем-то завоевана. Вот Северный Кавказ завоеван нами. Вы империалист? Нет. Я в определенной степени националист. Не понял, как? Ну, я докончу свою мысль, то, что я начал про Ходорковского, да, и я не согласен с тем, что он больше просто, чем, ну, как бы просто олигарх. Это человек с амбициями на власть. Вот то, что он даже сейчас видео вот показали, то, что он говорит, это больше как бы игра на националистическую вот эту, националистический, скажем так, слой населения России. Торнадо, да, я тогда задам тебе вопрос, короче, и всем остальным. Как вы думаете, вот этот Ходорковский, там, Абрамович, кто там еще, вот этот... Березовский. Потанин. Бутинский. То есть ты можешь список продолжать этих
миллиардеров, короче, постсоветских. Я вот спрашиваю, они, как ты думаешь, они чувствуют себя евреями, то есть принадлежности к этой нации, то есть изучают вот этот иврит, короче, чувствуют себя вот это там в глубине души, там, принадлежащие к этой нации, интересует их, что вот это, что евреи будут сохраняться, что у них будет свое государство, там, короче, Безусловно, безусловно. То есть Ходорковский, вот поэтому он сказал, что он националист вот этом коротком видеоролике. У этого человека просто цель прийти к власти любым путем. В данный момент он играет на слой населения России. Торнадо. Тогда это не так, потому что если он собирается в Русне прийти к власти, то он как-то себя духовно чувствует именно к этой империи связь, а не с евреями. Я поэтому Не, спрашиваю. но будучи во власти, ну, у власти, скажем так, России, он как бы может непосредственно влиять и на свою страну, как бы на Израиль, свою историческую родину. Ну, то он тоже не ради Израиля к власти стремится. То есть это его личное. Можно я пока вот тема была, да, которую сейчас Халиф закидывал? Мне интересно, вот сегодня там Всевышний, кто верит, или кто там не верит, там, Вселенная предоставила возможность вот этому человеку проявить свой национализм. То есть человек, который грозился с оружием в руках пойти защищать завоеванный его якобы предками Кавказ, то есть это не есть как бы сама родина русских, там, кем себя Ходорковский позиционирует изначально, а как бы, ну, окраина такая. Вот за нее он готов был жертвовать оружием в руках, проявлять свой национализм, патриотизм, ну, не империализм, как он говорит. И тут вот получилось так, что в 22 году русский мир нападает на Украину, и сейчас предоставлена Ходорковскому огромная возможность как бы туда последовать на территорию Украины, создать там войско Иисуса, алейхиссалам, или какой-то другой там батальон там имени Джованни Батиста Баэти, я не знаю, без разницы, или какого-то там Добрыня Никитича батальон. Да, батальон Добрыня Никитича, там, Леши Поповича. И уже с оружием в руках освобождать не окраину какую-то там непонятную, там, из чеченов, там, из всяких других всяких непонятных, а вот эту саму, вот этот корень, да, там, сам вот этот вот фундамент, там, Московию и так далее, которую, по его словам, он же считает, что ее Путин захватил, там, бандитская власть Путина захватила. И куда теперь делся этот национализм, патриотизм? И вот я не могу теперь понять, что происходит. Могу 20 секунд показать, посмотреть, куда делся национализм. Я не знаю, что вам сказать, кроме простите. Ну, на камеру всплакнуть, конечно, это тоже как бы нелегко. Станислав приказал не верит. готовить к запуску ядерные ракеты. Кадыров требует бомбить украинские города. Люди, выходите на улицу, ну или молитесь. Ну да надо ж. Ты будешь там Да, Европой Кадыров. выходить на улицу. А можно Это- задать вопрос вот к Ибрагиму, собственно, и, наверное, он тоже Да-да. к торнадо будет обращен. А вот вообще какая изначальная цель того, что вы пытаетесь проанализировать действия вот подобных личностей, которые, ну, их вся карьера строилась на популизме, потому что иначе вот в этом классе общества нельзя прожить. То есть они либо у одной кормушки, либо у другой кормушки, и они всегда говорят, ну, как бы это же вы прекрасно должны понимать, что это глобальные актеры сами по себе. То есть даже
Я не говорю о том, что они получают зарплату там за то, что они что-то говорят, хотя и такое допускается. Но они же глобально вот просыпаются с тем, что вот они думают, вот такое событие произошло, значит, я должен на него, собственно, вот так вот повести. То есть потом произошло другое оппозитное событие, на которое они должны, ну, повести себя по-другому. То есть в целом у них нету какого-то, по моему мнению, фундамента их восприятия того, что у них есть какая-то философия, и мировоззрение, которому они придерживаются, и исходя из него они принимают какие-то решения и высказывают какое-то свое мнение. То есть я считаю, что все-таки их мнение складывается исключительно из политических и экономических факторов их семьи, собственно. Вопрос понятен. Я отвечу сперва, Ибраим, если ты позволишь. Быстро. Да, ну вот смотри, да, я согласен с тобой в плане того, что это больше как бы клоунада, можно и так сказать, но ихние слова прямо или косвенно как-то влияют и на наше население, на нашу республику. Это коротко. Думаю, Ибраим дополнит больше. Да, я вообще тоже хотел коротко ответить. У чеченцев есть такая поговорка. Сицкан лоузер дахкан балер. Ну, если дословно перевести, то для кошки игра, для мыши явная смерть. То есть из-за того, что какая-то гнида там пытается имидж свой поднять, я не знаю, там свои какие-то рейтинг свой поднять перед кем-то там, ну вот это вот, провести рекламную программу свою. И дело это для нас, да, как в качестве на каких-то подопытных, на народе, который уже с конца 90-х, вот, в современной истории, там, вообще это сначала, ну, последняя уже война с конца 90-х, да, вот, полностью загеноцидили, полностью захватили там территорию, оккупировали, поставили туда свою вот эту куклу, которую сейчас надули, и как бы закидывают там везде на свои фронты, там радикализируют полностью, используют для своей геополитики во всех уже даже точках мира, да. И тут, когда вот такое появляется какой-то якобы недовольный режимом вот этой империи, да, которая в наш адрес вот это все производит, и начинает точно то же самое как бы подыгрывать тому, что там и так творится. То есть вот эта система, которая там установлена, бандитская уже, вот им подыгрывая, действовать дальше, на эту же мельницу лить воду. Вот это основной негатив, потому что там, не будучи чеченцем, наверное, там со стороны какой-то Российская человек... бандитская система, Али, добавить, российская. Да, российская, русская, если быть еще точнее. Просто человек со стороны, там, может, кто где-то в интернете видит какую-то физиономию в очках, там, которая какие-то вещи выговаривает. И там он может говорить про каких-то там, я не знаю, африканцев, кавказцев, там, о ком угодно. И со стороны человек на себе это не будет ощущать. А вот те, в адрес кого он вот эти вещи выговаривает, да, там, это уже для нас по-другому, тем более для народа, который там находится там в самом, я не знаю, невыгодном положении и самый, наверное, один из бесправных народов в мире. Вот такая ситуация. Поэтому негодование, конечно, есть негодование, конечно, это тоже соучастник всех вот этих происходящих, протекающих преступлений. Да, я понял, о чем имеете в виду. Это вы имеете в виду то, что вопрос, который поднимает вот обсужденные выше персонажи, они как бы касаются непосредственно вашего немногочисленного и достаточно закрытого народа. Но вот что я хочу на это сказать, то что на самом деле вот в английском языке есть, так скажем, цитата «Might is right». Я думаю, вы Ты знаете. неправильно сказал. Не закрытого, а загеноциденного народа.
загеноцидено. И извините. Ну, здесь надо говорить о терминах, так скажем, изначально. Но я думаю, надеюсь, что никого не обидел. Ну, вот. В английском языке есть такая цитата «might is right», то есть это, ну, а-ля «тот, кто сильнее, тот прав». Как бы вот я представитель русского народа, и я считаю то, что вот так же, как и вы здесь, люди, которые достаточно складно рассуждают, то есть выдают прекрасные тезисы, все равно наш народ русский, он тоже как бы находится в ужасном геноцидном состоянии. Я объясню, почему. Вы, может, неправильно меня поймете. Бедные русские. Я сейчас чуть слезу не пустил, честно. Что? Я чуть слезу не пустил, говорю. Продолжайте, Нет, пожалуйста. я объясню, о чем речь, потому что Да, вы же прекрасно я понимаете, понимаю, что... бедные русские 400 лет вас гнобят. Пришли к вам, устанавливают свои законы, не дают вам жить. Бедные. Проклятый Ельцин, Путин, Халиф, Сталин вам не подожди, давали. пускай выскажется. Потом можно это Я уже не могу, я обсудить. отойду. Ну, не считаю, что это конструктивно, да, было, но ладно. Я это высказываю только с точки зрения того, что вот вы складно мыслите, и вы в большинстве случаев продвигаете какие-то вещи, которые не соответствуют тому, как, например, думают ваши, например, там, земляки, которые, например, живут в Чеченской Республике, потому что есть же люди, которые... Которые в тюрьме у русских, вы же не знаете, как думают, ты говоришь, да? В тюрьме у русских, которые у твоих вот этих земляков. Пусть выскажется, потом разберем. Да, дайте, пожалуйста, высказаться. Дайте, пожалуйста, высказаться, потом я выслушаю вас. Я говорю о том, то, что есть же люди, которые, ну, действительно подвержены пропаганде, так скажем, политической, которые считают там то, что вот, например, ставленник, который имеется на посту главы Чеченской Республики, он, ну, там, действительно супер лучший выбор для чеченского народа. Есть же такие люди, я не думаю, что вы будете отрицать. Есть. Как русские деньги перестанут туда поступать, и как вы своих русских солдат бедных в трусиках, которые всегда бедные бывают, когда им Подожди, вот Халиф. их заберете, вот когда их заберете, посмотрите, сколько там Кадыров будет сидеть. Халиф, я не пойму просто вот к чему вот это то, что там якобы чеченцы довольны, то, что им поставили вот такую систему и насилуют весь народ, ну, грубо говоря, да, там. Я не пойму, к чему это дальше, вот, что хочет гость Ну, высказать. мне просто не дают продолжить мысль. Вот, я имею в виду то, что на самом деле все люди, которые придерживаются какого-то консервативного взгляда на жизнь, которые, у которых существует в голове какая-то многополярность вообще взглядов, многополярность в жизни, они в целом вообще на всем земном шаре подвержены определенному геноциду, потому что такие люди, они невыгодны никакой власти, а власть сейчас строится исключительно на глобальном капитализме. То есть если люди будут там заниматься сельским хозяйством, будут развивать свои традиции, будут развиваться, ну, сам народ будет развиваться без какого-то мультикультурализма, там, без каких-либо вот извне внесенных в него факторов, то как бы, ну, просто глобальный мир этого не оставляет. Он хочет всегда внести в любой малочисленный или даже многочисленный народ какую-то вот такую язву глобализма, которую он даже искренне, наверное, Не считает... соглашусь. Не соглашусь. Вообще мир немного по-другому работает, в отличие от Русской империи, вот этого образования. Потому что сравнивать вот эту огромную территорию, да,
и вот эту систему там установленную, бандитскую, фашистскую, там с цивилизованным миром, там можно, конечно, да, Северная Корея, там что, вот эти вот примеры, которые были приведены, то там культура, свое какой-то свой самобыт, когда какой-то народ пытается сохранить. Да, в Северной Корее там всех прислонять, там в каких-то арабских вот этих диктаторских странах там тоже вот так происходит. А такой цивилизованный мир, он наоборот, вот это дело пытается возродить, там поощряет и пытается сохранить там языки, которые утрачиваются, культурные какие-то моменты, то это не совсем правильно обобщать, да, то, что вот в России происходит с нормальным цивилизованным миром. Да, я понял ваш тезис. Ну, просто вот, например, для меня наглядный пример, вот то, что вот была такая организация, я думаю, вы без меня ее тут обсудили несколько раз, хотя бы USAID, которая, USAID, если брать вместе слово произносить, которая выделяла деньги там, ну вот, например, в Южной Америке она выделяла деньги там якобы на развитие малых субэтносов там Колумбии и Боливии, а в итоге никто не понимал, на что эти деньги идут, но оказалось, что опосредованно они тратились на наркотрафик, который, собственно, попадал в то же самое США. Ну, это вот как пример, то есть часто... Или, чтобы вы знали, вот, Соболев, Алексей, подожди, чтобы вы опять как бы со своей, там, я не знаю, русской какой-то колокольни, грубо говоря, там откуда-то какие-то выводы делаете. Дело в том, что вот наш народ чеченский, за другие я не собираюсь говорить, потому что каждый там народ сам должен свой выбор делать в этом мире. Так оно и должно быть. И вот наш народ, он вообще не имел там, со времен Совка вот этого возможности там, сохранять свой язык, культуру, свой самобыт, потому что нас тупо в эту систему загнали, да, где образовательная система, где там дело производства, где полностью вот эта империя, да, советская, вот это государство, она уже установлено у нее свои правила, там русские, потому что русские являлись там типами нации. Ну, это русские не могут сами где-то в Москве, где-то, я не знаю, исконно русские в каких-то территориях проживающие, испытать это, да, потому что они вот жили, ну, живут и дальше продолжают жить. А вот другие народы, которые поработили, да, вот в частности чеченские, мы вот ощущали это все на себе, и для нас русские как бы после вот этого выселения в 1944 году, когда истребили более 50% населения, потом из-за того, что всем миром надавили, пришлось возвратить снова из Казахстана там назад вернуть наш народ, и которые при возвращении обнаруживали в своих домах новых хозяев, которые не согласились оттуда уходить, уже мародеры вот эти, которых посадили полностью, и им отдали все имущество, полностью все там, достояние все, целого народа. И потом вот с этих времен там ощущали на себе всю вот эту несправедливость, да, и не имели возможность ни свой язык сохранять, да, ни культуру, там, ни традиции, только то, что там, скажем так, такое в виде танцев где-то, в виде музыки, еле-еле там пропихивал кто-то, подталкивал это дело. И вот в этой системе, и как бы пытаясь выжить, и сегодня, да, вот это, например, вся образовательная система и так далее, которые установлены на чужом нам, чуждом языке, да, вражеском тем более на сегодняшний день. И там как бы
сохраниться как нация, сохраниться как народ. Вообще нет у нас никаких шансов, не представляется возможным. И русский, который там у себя где-то в Воронеже живет, он не может это осознать, он думает, что там людям нравится, да, что вот они захватили, насадили вот эту свою систему, и все там, короче, как бы всем нравится это, и все согласны с вот этим. И вот это прежде сказанное, да, что сами русские там страдают от чего-то, ну, страдайте себе, понимаешь, вот вы не можете, не умеете жить, не хотите там нормально, как другие народы, все свои богатства, все свои там ископаемые какие-то, все ценности, которые огромная территория, и все ходят, ноют там, я не знаю, не могут нормально жить, нормально установить. То есть мир, другая часть цивилизованного мира уже давным-давно там куколку из этого всего сделал. И вот эту систему еще нам экспортировать. Вот нам это абсолютно никаким боком нам не нравится. Тем более, чтобы мы под кем-то там находились, да, и обслуживающим персоналом каким-то были, да, вот не могли там, я не знаю, вот настроили нам 1500 мечетей, пришли, 1500 мечетей построили, туда посадили офицеров вот этих, имамов, мулл понасажали. Ну зачем нам это надо, нашему народу? Что мы от этого, польза какая у нас, что мы выигрываем, что с нашим народом? Или берут в качестве пушечного мяса, шлют куда-то в Украину, убивать там женщин, детей, стариков, насиловать, там, мародерничать. Какой нам интерес вообще от этого? Там, если русским нравится это, там, самим нас там, мы тоже страдаем, ну страдайте там. Сейчас Украину хотят затянуть. Куда? Им тоже надо, да, страдать, как русским. Вот я просто не пойму риторику, вот много вот этих общений уже есть, там, практики, саму мысль, риторику там русского какого-то человека. Да? Ну, я как против нации, за исключением того, что мы находимся в состоянии войны, и рано или поздно там русские должны ответить в хорошем смысле этого слова, да, там репарациями должны ответить там, в международных судах, да, за все вот эти геноциды, за нынешние там убийства, преступления, преследования по всему миру. Вот это, за исключением этого, какой-то личности, там, русским какой-то, не, ну, несмотря на то, что мы пострадали вот в последние 2 войны, 300 тысяч мы потеряли близких, там, у каждого почти здесь, вот, там, у кого по полсемьи, у кого там, другие родственники, если не из своей семьи, там, пострадали. И несмотря даже на все это, мы не испытываем вот такой ненависти, как, скажем, к русскому самому народу, но в ответ почему-то человек, который только по телевизору что-то там видел, и, видите ли, ему не понравилось, что там его империи кто-то противоречил, там, кто-то противостоял, вот их надо замочить. Вот такой ненависти у нас нет, ну, у вменяемой части, да, там есть какие-то уже обрусевшие, кого обезьянизировали, там, поставили пехотинцами на бутылки, как по-русски вот сажают милиция. С момента ее создания швабрами насилуют, бутылками, как вот это испокон веков шло, на кол раньше сажали. Вот этому научили, обучили, короче. Вот такие люди, да, они уже изменились, у них русский менталитет. А так вот чеченцы, ну, не испытывают вот этой ненависти, ничего. И просто непонятно, вот, что хочет вот этот русский человек там, от чеченского народа, что хочет вообще объяснить чеченцу, что принести, что хочет, какую-то, я не знаю, цивилизацию или чего. Вообще, зачем, у меня вопрос, зачем русским вообще нужно государство, независимость, государственность? Зачем русским это надо?
Вот в чем у меня вообще вопрос, который меня постоянно коробит. Зачем русским нужна государственность, независимость? Ибрагим, я просто чуть добавлю, дальше поговорите. Филипп, по-моему, да? Филипп, смотри, ты про какую-то организацию упомянул, что там деньги утекают куда-то на какие-то не те нужды. А я же тебе сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Тут ваш президент, ваш русский, и наш президент встречаются после того, как ваш президент обещал, там, подписал, не знаю, какие-то бумажки, правда, которые не стоят той бумаги, которая договор с вами подписан, никогда ничего не стоил. Но ничего, там чуть-чуть научимся. Что, когда он поедет в Америку, наш президент, чтобы он не согласился с американцами и Западами на их помощь и на то, чтобы в какие-то альянсы, союзы вступить с европейскими демократическими странами, ваш президент обещал вернуть все и, короче, вот это восстановить все, что ваши бедные русские мальчики, которые вот туда насильно отправляют, разрушили. И сейчас они встречаются. Ты про какие-то копейки тут говоришь, какая-то организация. Тут ваш президент государства, смотри, что говорит, куда. Просто там-то хотя бы нашли, как ты же говоришь, какие-то наркотики. Тут вообще черт, говорит, сам не разберет. Послушай. Конечно, получается, что у нас разные цифры. У меня одна цифра, а Слава Ильич, значит, в 6 раз меньше. Ой, ну да, меньше эта цифра. Откуда, как эти денежные потоки идут? У нас механизмов просто не выработано. И эти деньги куда-то черт утекают. Выделено 800 миллиардов, а здесь в Национальном банке оказалось 120 миллиардов. Куда остальные деньги ушли? Черт их знает. Вот и надо с этим делом, конечно, капитально разобраться. Просто ты представляешь, президент государства на камере говорит, что непонятно, куда утекло 680 миллиардов, которых он пообещал, ваша страна заручила, что если мы не согласимся на помощь американцев и Запада, что они их выделят и что все восстановит мир, жвачка, любовь дальше. А ты как про какие-то организации, там, не знаю, это говоришь. Тут 680 миллиардов утекло, черт его знает куда. Это просто вы не в том положении, Филипп, чтобы про какие-то, там, не знаю, косяки, про какие-то организации, про какие-то деньги куда-то не туда выдвигают. Кто-то у вас ворует ярдами, триллионами. Понимаешь? Просто со стороны это некрасиво выглядит. خليك حداش وقدرات شو دعدية ووصل شادة شو تشعيفي خلوشن Человек Крушман, все дало, человек Крушман. Но просто когда мне Я, короче, да, как бы оставляю, покидаю вас в другом чате, эфир начинается, потом можем там еще договорить, но сложно. Филипп, ваша страна не соблюдает никакие договоренности. Ваша страна подло, варварски нападает, как ваши братья-арабы, ночью или под утро, не объявляя войны. Никогда, ни разу ваша страна не объявляла войну официально ни одному народу, ни одной стране за всю вашу историю. Понимаешь? Пока вы это не прекратите, насильно там, вы, не знаю, пару десятков лет, пару там пятерок лет, можете там пару сотен лет удержать что-то, ну рано или поздно это вам боком выйдет. Понимаете? Это, ну, мы и сейчас, вот ты видишь, ты думаешь, что там в Чечне кто-то, это русская тюрьма. Сейчас ты там скажешь, что ты недоволен, ты исчезнешь, или в лучшем случае там
в тюрьму под каким-то выдуманным, сфальсифицированным каким-то уголовным делом. Или там без почек останешься, или где-то. Если труп даже найдут, это в самом лучшем случае. Там трупы люди свои не могут найти. Понимаешь? И ты сейчас говоришь, что они типа довольны. Ну, сейчас вы в ИК-6, я сейчас, если хочешь, тебе пришлю, ваше народное, традиционное, это сувать куда-то человеку вот эти швабры, на кол сажать, эту традицию вы уже в Чечню перенесли. Вот в ИК-6 человека спроси, доволен ли он надзирателем, хорошо ли они обращаются к ним, с ваших русских надзирателей, они довольны, вот, пойди интервью сделай. И они тебе скажут, о, как хорошо к нам относятся, и вот вообще супер, на руках носят, горячий чай, кофе заносят. Понимаешь? Просто это несерьезно, Филипп. Уже нужно повзрослеть. Понимаешь, уже мир повзрослел. Или вы перестанете вот этим всем дерьмом, как говорится, заниматься. Или вы об этом очень сильно пожалеете, потому что у вас союзников все меньше и меньше, и вы это прекрасно знаете. У вас сил не хватит на всех и вся. Вы себе врагов ищете, потому что вы не признаете своих ошибок, и вы не извиняетесь за свои ошибки, за своих предков. Понимаете? А это накапливается. Из века в век, из года в год это накапливается, и вы себе наживаете врагов. Вы сами останетесь без ничего в конце. Запомни мои слова. Вы сами русские. Вас нигде не будут принимать. Ни буряты, ни татары, ни кумыки. Вот все эти народы, которых вы гнобили, они вас потом не простят. Они вам все припомнят. Чукчи, которых твои предки уничтожили миллионами, они были, ваши предки их 50-100 лет гасили, короче, убивали. Понимаете, это так дела не делаются. Нужно ошибки признать, остановиться, сказать всем тем народам, извините, мы поняли, это ненормально в 21 веке под гнетом держать целые народы и устанавливать там свои правила. Понимаешь, мы культурно, ментально, вообще небо и земля. Да, там можно сотрудничать там в каких-то сферах, не знаю, экономики, там, торговли, в военном деле, понимаешь? Потому что, как говорил наш президент, мы отвратительно хищные враги, но и очень хорошие друзья. Просто этот посыл, который тогда он послал, вообще, короче, не послушало ваше руководство. Это просто коротко и ясно было. Мы отвратительно хищные враги, но и очень хорошие друзья. Просто с нами нужно быть наравне, а не смотреть на нас с высокой колокольни и еще оттуда срать, как ваши предки срали наши колодцы, когда уходили, убив все население этого села, там, населенного пункта. Прикинь, просто твои предки срали в колодце моих предков. И вы хотите нам какую-то культуру, как нужно жить, как нужно, какие нужны законы. Вы не в том положении, Филипп, диктовать нам какую-то мораль, культуру. Это вы у себя там разберитесь. Потому что, посмотрев даже назад, у вас очень страшное прошлое. И вот так, как-то так. Мягко, так если высказаться. Вам нужно повзрослеть, прийти в себя, там, посмотреть по сторонам и посмотреть, куда вы катитесь. Как вот сейчас вот эта идеология, которую вы занесли нам, как заразу, сломать хребет окончательно нашего народа. Вот эта идеология аморального культа, вот эти арабы, вообще, короче, вообще небо и земля, которые не сходятся тоже, как огонь и вода, с нашими пустойными. Вот видите, вот эта идеология тоже просто помогает вам именно сломать наш идентичный код, нашу идентичность. Но мы сопротивляемся как можем. Мы будем сопротивляться сколько веков бы это не потребовало, это будет продолжаться, потому что это продолжается уже давно.
и мы не хотим сдаваться. Мы хотим иметь свое, мы ваше ничего не просим и не просим, чтобы наше устанавливали себе. Наше оставьте, мы сами разберемся. У себя дома в порядок приведите, у себя дома, а не проходите к нам и помогайте нам строить мечети, не знаю, вот у вас много, там нужно школу построить, здесь у вас 40% школ на улице, толчки в дырку ходят дети, понимаешь, в 21 веке, у вас туалетов не хватает, 40% школ имеют на дворе 21 век на улице в дырку. Просто это же стыд и позор. Великая держава. Понимаешь? 35% домов. Толчки на улице. Деревянных бараках еще. Просто, 40-х годов. просто вы сами, вот насчет вот миллиарды, которые вы потратили на мечети, хотя бы вот эти туалеты себе сделали бы у себя дома. Вот видите, какой плюс был бы. Там руки помыть, там тепло, там уютно, чисто. Детей пожалейте, нас не жалейте, мы сами разберемся. Нас не Добавь надо. там, на 3 года войны в Украине потрачено 350 миллиардов долларов. Оно Да, стоило того. каждая семья бы сейчас была бы миллионером, можно сказать, по ляму, по полтора, по два, каждой семье, если дать это даже по 5 там можно. Прикинь, Каждый каждый член семьи имел бы по 1,5, по 2 ну, миллиона. это сейчас представь просто, Филипп, просто подумай, в каком бы состоянии жили бы, вот просто вам просто купаться, или, не знаю, ради удовольствия только бы работать. У гастарбайтеров завозили бы по пару миллионов, там, не знаю, чтобы работали, а сами жили бы в свое удовольствие. А ваше руководство, вот ваше, тратит их на того, для того, чтобы подчинить другой народ своей воле. И вы гибнете, просто подыхаете на чужой земле непонятно за что. Вас забывают на второй же день, вы никто, типа, вас звать никак. Ваши трупы не забирают. Я сейчас могу тебе поставить видео, когда ваш человек приходит с матерями, вот этот представитель, и ему наш чеченский вот этот военный объясняет, зачем вы мучаете этих матерей, зачем вы катаете их туда-сюда, почему вы не можете объяснить своим этим матерям, что они погибли по нашей вине. Я сейчас тебе покажу лучше. Вообще в списках нет. Зачем этих родителей мучить, возить туда-сюда? Вот это я не понимаю. Почему командование российской армии не может сказать, ваших ребят нет в живых? Их съели собаки. В Грозном. Этот чеченец ему обращается на «вы», тот ему в ответ на «ты». Это что за спектакль был? Филипп Кондрашов, вас приветствую. Можете перейти на чат Чеченской демократической партии со своими коллегами, послушайте. Ссылка есть под этим каналом, в этом канале есть ссылка. Ждем. Филипп, тут к личностям, лично каждому русскому каких-то претензий нету. Тут имперское ваше мышление, пока вы не уберете, мы всегда будем враждебны для вас стороной. Как бы вы нас не держали, как бы это ни, все равно мы найдем время и место, все это. Лучше не копите эту ненависть к вам и к вашему народу. Вы, подставляясь под это руководство, вы сами для себя взращиваете для своего народа врагов. Вы сами их ищете. А так, не знаю, надеюсь, я вкратце объяснил, как мог. Ну да, вы, халиф православных мусликов, вы декламировали 20 минут где-то, наверное. Но на самом деле меня очень удивило то, что вы, правда, неплохо декламируете, но я не знаю, почему вы занимаетесь схоластикой, в том плане, что вы от частного к общему сказали, ну, раз 20-30, наверное, обратились ко мне
как, наверное, какому-то главному представителю волеизъявляющего русского народа, и что в целом мне надо что-то сделать. Вот Это видишь, ты не чувствуешь себя ответственным за свой народ, а я себя чувствую. И поэтому я максимально привожу факты, доказательства, говорю, что если это не относится к моему народу, и Халиф, я дай за свой мне народ 2 вступаюсь. секунды. Я чувствую за свой народ ответственность. А ты ее не чувствуешь, значит. Халиф, дай мне 2 секунды. Филипп только что интересную вещь сказал. Когда ты плохое ему говоришь, плохое про русский народ, тут он не представляет народ. Когда он говорит хорошее про свой народ, тут он представляет свой народ. Понимаешь или? Это имеет в виду халиф, то, что мне говорит, или Ты, как я это воспринимаю? я сейчас тебе конкретно как личности обращаюсь, конкретно. Филипп Кондрашов. Да, Ты да, да. заявил, что халиф обращается, когда плохо говорит о русском народе, ты тут сразу взял оборону, что ты обращаешься ко мне, как будто бы я представляю весь русский народ, какое-то волеизъявление. Но когда ты говорил до этого про свой русский народ, что-то пытался хорошее сказать, тут ты почему-то представлял весь русский народ и его волеизъявление. Как это сходится у тебя, противоречие? А в какой ситуации я Ну, я позитивно... слушал, и другие слушали, это было слышно. Нет, ну, Ты представлял приведете русский мне народ, пример? когда хорошее говорили, когда плохое говорят, ты тут, короче, как бы ни при чем. Там хата с краю, ты, короче, не представляешь, ты какой-то Нет, ну, мелкий. просто если предмет, то Я при- вообще, я понял. Это ты просто сейчас сидишь и просто софистикой занимаешься, такой политико-националистической какой-то софистикой занимаешься. В общем, нам некогда, мы сейчас все переходим в чеченскую демократическую партию. Переходим, да. Приходи свободный, там тоже поговорим. Я Да, тогда всё, последнюю с реплику ним скажу. закончено, это просто бесполезная вообще какая-то существо. Я просто последнюю реплику скажу, то что... Не надо в никакой целом- последней реплики, все, выключайте его, все, мы переходим, нам неинтересно твое мнение. Уже понятно, кто ты и что ты. Все, давай. Выключай его. Пах, да, олду. Русская националистская, националист это русский. Якобы. Когда все хорошо, общайтесь со мной, делайте мне комплименты. Когда все плохо, я здесь ни при чем. Почему вы мне это говорите? У них всегда очень удобная позиция. Давай, ребята, переходим на ЧДП.